Добрый вечер, в эфире Prime. Я Роман Спиридонов, и час в эфире мы будем говорить с нашим гостем Георгием Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий с 16 по 2019 год. Добрый вечер. Добрый вечер. Будем говорить о конституционном кризисе, точнее о решении Конституционного суда, которое аннулировало антикоррупционные реформы, заблокировало назначение новых глав ОТГ и по большому счету показала большой кукиш всему украинскому обществу. И вот как выходить из этой ситуации и как такое могло произойти, мы и будем говорить с нашим гостем. То, как выходить из этого цейтнота, который фактически возник, да, у власти сейчас, мы обсудим это подробно чуть позже. Давайте начнем, как такое могло быть. Ведь все антикоррупционные законы работали несколько лет. НАЗК худо-бедно декларировала, там проверяла декларации. Может быть, конечно, не совсем результативно, но тем не менее. И вдруг решили это все аннулировать. Вот что к этому привело? Давайте, как говорят наши американские или английские коллеги, двигаться степ-бай-степ. Да? Вы очень удачно начали подводку с того, что началось все с... Так вот, началось все не с решения Конституционного суда. К сожалению, об этом сейчас, вот особенно вот в эти дни, даже как-то неловко вспоминают и мои друзья, коллеги, соратники, товарищи. А ведь фундамент под вот, нынешнее решение Конституционного суда заложили депутаты прошлого созыва. Когда если называть вещи своими именами, на хайпе борьбы с коррупцией, поддавшись такому очень серьезному, публичному давлению со стороны тех ребят, которых сейчас принято называть антикоррупционеры, причем, как правило, в таком негативном контексте, хотя я такой оценки абсолютно не разделяю. В результате получилось, что львиная доля законов вообще, в принципе, не только антикоррупционных, но мы сейчас говорим именно о законах, посвященных борьбе с коррупцией, были приняты, что называется, с колена. Еще в 2016 году, когда я в 2015 году работал на Луганщине, мне было не до того, но когда я вернулся в Киев уже в 2016 году, я хорошо помню те моменты, когда обсуждались в Верховной Раде законопроекты. Так вот, уже тогда специалисты указывали на ряд фундаментальных ошибок в этих законопроектах, которые фактически сейчас и привели к тому результату, который мы имеем. А что это за ошибки? Если взять нынешнее решение Конституционного суда, которое не первое, перед этим уже было негативное высновок Конституционного суда по НАБУ. Во-первых, вот эти крики, вопли, мол, Конституционный суд разрушил всю гармоничную систему борьбы с коррупцией, поставил все на паузу, и вообще и кошмар, и все пропало, это откровенная манипуляция. Цель которой возбудить в обществе поддержку идеи президента Зеленского, разогнать просто Конституционный суд. Зачем ему это? Разогнав этот состав. Конституционный суд, как формируется состав Конституционного суда? Из 18 судей треть формируется Верховным Советом, где большинство у Зеленского. Треть формируется непосредственно самим президентом Украины, каковым является Владимир Зеленский. И треть съездом судей. То есть на сегодняшний день, если трезво смотреть на вещи, если начать формирование Конституционного суда с нуля, как предлагает это президент Зеленский, то ему удастся сформировать 2/3 состава Конституционного суда. Это, как любит выражаться сам Владимир Александрович, на 100% моих людей. Исходя из вашей логики, решение, которое принял Конституционный суд, было запланировано чуть ли не самим президентской вертикалью? Оно было заложено изначально
ошибками в законах, которые были приняты ранее. Ну, как и говорил Тупицкий, да, глава Конституционного Совершенно суда, верно. что Я с ним они не абсолютно против декларирования, а Абсолютно. просто нужно привести в Абсолютно. соответствие законодательной Более базы. того, что касается, если говорить речь о декларировании, я-то сам заполняю эти декларации уже, по-моему, там 4 или 5 лет. Речь идет не об отмене декларирования как такового. В определении Конституционного суда сказано о том, что декриминализация коснулась одного очень важного аспекта, о котором тоже люди, которые кричат, ратуют за разгон Конституционного суда, не любят говорить. А речь идет о статье, в которой говорится об умышленном внесении недостоверных данных. Подчеркиваю, Наказание за это. об умышленном. Именно насчет этой формулировки, я хорошо это помню, в 2016 году и шли дискуссии, причем довольно-таки часто даже в публичной плоскости с вот этими активными ребятами, борцами с коррупцией. И их профессиональные юристы им объясняли, что, может быть, в справедливом желании поскорее положить конец этому крайне негативному явлению в нашем обществе, вы допускаете ошибку, которая приведет к тому, что сама эта статья, она не будет рабочей. В результате известный адвокат, бывший член, между прочим, иллюстрационного комитета Татьяна Казаченко, она на днях привела цифры. Меня эта тема никогда особо не интересовала, а вот она конкретные цифры привела. За время существования этой статьи было возбуждено чуть меньше 1000 уголовных дел. На сегодняшний день судами рассмотрено чуть более 960, там, по-моему, 963. Из них 900 закриті по, є таке формулювання, каяття. Тобто, ну, если обвиняемый покаялся. 900 закрыто в связи с покаянием. 50 примерно закрыто в связи с изменившимися обстоятельствами и выписано 10 штрафов. Таким образом, сама по себе эта статья, ее отсутствие или наличие, выдавать как крах антикоррупционной системы, это просто, ну, если назвать вещи своими именами, это нечестно, это манипуляция просто. Ну, крах то, что заблокированы реестры. Опять-таки, давайте ссылаться к решению Конституционного суда и к комментариям профессиональных юристов. Нигде в решении Конституционного суда нету обязательного пункта или адресного указания НАЗК с прямым указанием о необходимости закрытия реестра. А зачем ты НАЗК их закрыла? Для того, чтобы возбудить этот ажиотаж в стране. Тогда давайте попробуем разобраться. Президент воспользовался этой ситуацией для того, чтобы начать кампанию против, или она была им спланирована? Изначально я считал, что сценарий был изначально несколько иной, а потом некоторые люди из ближайшего окружения, в первую очередь Зеленского, понимая его такую истеричную натуру, они просто подвели его плавно к тезису о том, что Володя, вот это единственный шанс спасти страну, и он шашку вытащил, не соображая, разрубил свой диплом юриста и ляпнул то, что ляпнул. Но если посмотреть интервью Богдана, которое он дал, по-моему, вчера, он говорит о том, что Зеленский знал. что Зеленский не мог не знать о том, что такое решение готовится. И тогда закономерный вопрос, а чего ты ждал? Но ведь это же решение было инициировано не слугами народа, не президентской стороной. Решение, вы имеете в виду иск? Иск, да. Ну, вернее, как-то это не иск, как-то по-другому. Запрос в Конституционный суд, по-моему, так это называется. Да, действительно согласен. Это подання було зроблено депутатами Медведчука и пару человек из Майбаха, то есть из «За майбутнє». Персонажи крайне негативные, и мне сейчас, вот у меня лично дилемма,
что я вынужден фактически поддерживать конкретную их точку зрения. Для меня это лично на эмоциональном уровне это дилемма. Но обвинять сейчас Конституционный суд, это, извините, если называть вещи своими именами, это что, все равно, что подойти с рябой рожей к зеркалу и от злости пинать зеркало. Но ведь решение Зеленского, как вы говорите, который вытащил шашку и начал рубить с плеча, ведь это же... Он не может же понимать, что это неконституционно. Что Может, это может он привести, понимает, что это что это неконституционное может решение. привести к центробежным силам, действиям, которые приведут к другим более... У меня есть серьезным большие сомнения, что этот человек способен вообще к анализу и тем более к стратегическому мышлению. Он действует на эмоциональном уровне. Более того, не все, но некоторые депутаты из его фракции, я имею в виду фракции «Слуга народа», они действуют и мотивируют свои действия точно таким же образом, на уровне животных инстинктов и просто на уровне сиюминутных каких-то эмоций. Давайте попробуем спрогнозировать. Вот Зеленский, он внес на ознакомление этот проект в парламент, и вдруг парламент его поддерживает. Во-первых, сейчас интересная уже деталь, известно, что он еще до сих пор не не зарегистрирован. зарегистрирован, но он там внесен для ознакомления. И известно уже, что он не нашел поддержки, и что депутаты, скорее всего, будут Надеюсь. голосовать за альтернативный проект Разумкова, вроде бы, да, который... Вроде как сейчас именно Разумкова проект имеет больше шансов. И речь идет о восстановлении отмененных норм, Да. и потом о внесении их изменений и Совершенно приведении в верно. соответствие с законом. Да. Но Зеленский настаивает на своем и настаивает вплоть до угроз распуска парламента. Вот давайте спрогнозируем последствия, если Владимир Зеленский продавит свое решение. Если честно, мне даже страшно себе представить возможные сценарии реализации подобных инициатив. Их может быть несколько. Среди них я не вижу ни одного позитивного. Во-первых, это зрители просто должны понимать, что Конституция, которую у нас, к сожалению, не читало более 90% населения, согласно социологическим опросам, это фактически в письменном виде то, что называется общественный договор. Вот есть такое большое, емкое философское понятие. Общественный договор. То есть это фактически, когда какая-то группа людей, общество, да, мы, нация, страна, делегируя свои непосредственные полномочия через депутатов Верховного Совета, пришли к некоему общему видению, каким образом должны быть правила поведения в рамках нашего сообщества. То есть Конституция – это правила поведения. И если разрушить вот эти правила поведения, то это может привести к разрушению вообще фундамента государства как такового. Подчеркиваю, не страны, слава богу, а государство. Государство как система управления страной. Мы через это проходили в разных формах. В разных формах, но никогда не было таких форм целенаправленного и сознательного нарушения Конституции в истории нашего государства не было. Давайте вот по пунктам. Сторонники антимайдана, например, часто ссылаются на процессы 2014 года. То мне очень понравился, кстати, рекомендую зрителям заглянуть на Facebook-страничку судьи Конституционного суда в отставке господина Шишкина, где он все детально по пунктам описал, что почему не было нарушений в тот период и почему есть нарушения в этот период, если пойти по тому пути, который предлагает ныне действующий президент. По логике Зеленского есть, может, не совсем его логика, но можно так сравнить. Есть верховенство закона, а есть верховенство права. Да, вот право — это позиция общества, общественная справедливость, которая нарушена. Но, может быть, формально закон и не нарушен Конституционным судом. Во-первых, это чистой воды манипуляция, потому что на основании чего кто-либо может говорить от имени народа, от имени общества. Проведены какие-то социологические исследования, проведен какой-то референдум, проведена разъяснительная кампания. Ничего этого не было сделано.
Вот просто голословное заявление. Народ хочет, народ требует. Это первое. Ну, как Второе. он говорит, за то, что мы стояли на Майдане. Ну, особенно он стоял очень много на Майдане. Лучше бы молчал уже, мерзавец. Что касается дальнейших возможных сценариев. Ну, их много разных. Если, например, парламент соглашается, то автоматически те депутаты, которые голосуют за, они заведомо становятся соучастниками преступления. Ну, У там меня- же коллективная ответственность. Да, больше. да, согласен, да. Тем не менее, она есть. И нравится кому-то это или не нравится, но у меня нет сомнений ни секунды, что ныне действующая власть в лице президента и некоторых членов правительства, членов офиса президента, работников правоохранительной системы, они уже себе заработали на долгие годы криминальных дел в отношении этих людей, в том числе и непосредственно сам президент Владимир Зеленский. После окончания каденции и завершения процедуры неприкосновенности у меня нету ни секунды сомнений, что его ожидают большие проблемы в судебных инстанциях. Значит, предположим, парламент соглашается, распускает Конституционный суд. Сценарий первый. Конституционный суд отказывается распуститься. Сценарий второй. Ведь слуги народа, они составляют, хоть и монокоалицию себя называют, но они имеют, конечно, перевес в Верховном Совете, но не такой, который бы им дозволил монопольно диктовать условия. Так, То более есть того, вторая часть того же самого парламента говорит, нет, а мы не признаем. А мы признаем тот Конституционный суд, который действует. ну, более того, не вся фракция большинства готова я понимаю, я поддержать. сейчас... Ну, это еще может привести к расколу большинства. Конечно. Я просто А моделирую это еще ситуацию парламентский кризис. в идеальных условиях, если даже вся фракция «Слуг народа» поддержит неконституционное предложение президента. Хотя у меня нет ни секунды сомнений, что далеко не все готовы идти на подобные шаги. Насколько я обладаю информацией на сию минуту, ни одна из сил, представленных в парламенте в виде фракций или групп, вне фракции «Слуга народа», уже не готова поддерживать такие действия, инициативы президента. Ни тот же Майбах, ни Давира, которые время от времени подголосовывали, да, вот они уже заявили о том, что они не будут голосовать за подобную инициативу. Фактически остается надеяться только на свою личную гвардию в лице фракции «Слуга народа». Поэтому я моделирую вот этот вот только вариант. Второй вариант, вернее, продолжение. Если «Слуга народа» не набирает нужное количество голосов, и президент продолжает действовать в заранее выбранном контексте, вот тогда я вас всех разгоняю. Я сейчас не буду говорить о том, что это незаконно, о том, что это неконституционно. Ну, вдруг разваливается коалиция. А ее нету. Ну, большинство. А каким образом? Это только, там есть, по-моему, если я не ошибаюсь, только один путь, если депутаты коллективно начнут подписывать заявление о выходе из фракции. Да, такой сценарий есть. Но есть другой сценарий. Президент, неважно, как его фамилия, президент, должностное лицо, объявляет о распуске Верховного Совета, а Верховный Совет в ответ заявляет: Твой указ о нашем распуске является антиконституционным, мы отказываемся его выполнять и начинаем процедуру импичмента. Может быть, зрители не помнят, но подобный сценарий был в действиях президента Виктора Андреевича Ющенко, когда он попытался распустить Верховный Совет, у него ничего не вышло. А у наших северных соседей развитие такого сценария, именно такого сценария, было в 93-м, по-моему, году, и закончилось в Москве стрельбой из танков по зданию парламента Российской Федерации, когда Рудской, вице-президент в тот момент, истерически звонил по открытой связи и просто умолял всех, кто помнит его по Афганистану, поднимать самолеты, вертолеты, бомбить Кремль. Вот это еще один... вы такой рисуете. Еще раз говорю, ни одного позитивного развития сценария в этом случае нету. Какой может быть позитив в том, что мы
ну, не мы, они, тем или иным действием разрушают заведомо правила нашего общего сожительства. Ну, Не Зеленский создав получает новых. поддержку, допустим, Европейского Союза. там, Ни о какой поддержке Европейского Союза и речи нету. И это была восстановлении откровенная ложь. антикоррупционных Одно механизмов. другого абсолютно не касается. С первых же часов реализации этого сценария началась ложь и манипуляция со стороны ближайшего окружения президента Зеленского. Начиная от Арахамии, Ермак, и дальше там включились по списку. Хочу обратить внимание зрителей, что поддержка борьбы с коррупцией никоим образом не означает разгон Конституционного суда. А здесь нам пытаются втюхать подмену понятий, что, мол, европейские институты, в частности, была ссылка на встречу с послами J7, Большой Семерки, что они поддержали борьбу президента с коррупцией. Естественно. А кто может не поддержать борьбу с президента с коррупцией? Но кто сказал, что при этом они поддержали разгон Конституционного суда? Более того, на следующий день уже было, ну это уже сейчас широко известный факт, письмо председателя Венецианской комиссии и Греско, двух наиболее известных и авторитетных мировых организаций, о том, что такие действия со стороны президента и возможного действия со стороны парламента являются катастрофическими и недопустимыми. Ну, ведь если в начале своей каденции Владимир Зеленский мог своим решением, своей силой воли распустить парламент, то сейчас, видимо, у него И уже... в тот момент этот же состав Конституционного суда проживал, с моей точки зрения, неконституционный указ Зеленского о распуске парламента 8-го созыва. Такое решение Зеленского абсолютно устраивало. И его устраивало наличие вот этого Конституционного суда. Ну, похоже на то, что, может быть, все-таки он издаст назад, потому что ведь он не действует, да, а он это обсуждает в обществе. Он же пошел на эфир, где целый час доказывал свою позицию. Указ-то уже пошел. Ну, указ это... То, что он не зарегистрирован в Верховной Раде, это еще не значит, что он не вышел из офиса президента. Инициатива была. Она есть, она никуда не делала. Он не отозвал свое предложение. У нас есть звонок, мне подсказывают режиссеры. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Ваш вопрос. Добрый вечер. Игорь Добрый. Степанович, Киев. Очень приятно. Вы знаете, я вот это господин Тука. Я слушаю ваши эти, как говорят в народе, старые песни о главном. И вспоминаю, почему никто почему-то не говорит о том, а кто подал вот эти подания, какая политическая сила, то есть ОПЗЖ, это же они начинали. А потом действия Конституционного суда, ну, мягко говоря, неприличные. А все молотят президент, и это самое. Поэтому я вас бы попросил, господин Тука, если вы можете дать оценку Конституционному суду в 2010 году, когда он взял и просто там какой-то вопрос не так решил, а вообще перевернул и дал полную свободу действий, так сказать, Януковичу. Я считаю, лично мое мнение, его надо было ликвидировать как Беркут. Вернее, ну, чтобы просто не ликвидировать, а упразднить, как Беркут. Вот. Второе. Это же началось не вчера. Это еще при том президенте, когда статью за незаконное збагачення переделали. Правда, кстати, эта власть вернула ее. И вообще, господин Тука, я вас прошу, каких 90% не читали Конституцию? Я вас попрошу не оскорблять народ. Это не ваш уровень, знаете. Вы что, проводили социсследования? Я знаю, я помню, как вы 5 лет сидели на своем посту при Порошенке, и с утра до вечера, вернее, каждый день после 6 вечера вы сидели в телевизоре, и ваш напарник зам. И в конце концов его повязали, а вы сегодня ходите и как-то подпеваете, как, извините, заправский халуй. Не делайте этого, не нужно. Давайте Спасибо. обойдемся без оценок. И спасибо за вашу позицию. Человек уже и закончил, собственно. Ну, начнем с того, что мы с самого начала и сказали, было что да, сказано, кто подавал подання это подання. было от ОПЗЖ и группы «За майбутнє». И в этом никакой тайны и секрета нет.
И я публично в студии сказал, что мне очень неловко и неприятно в данном конкретном случае выступать фактически в одной линии с этими негодяями. Но с другой стороны, ну надо быть просто взрослыми людьми. Уважаемый зритель, а если завтра Медведчук заявит, что в декабре зима, вы будете точно так же отрицать только лишь потому, что это заявил Медведчук? Ну, не надо терять здравый смысл, если он еще есть. Ну, если свести выступление до сути вопроса, зачем обвинять президента, когда к такой ситуации привели действия ОПЗЖ? Да не действие ПЗЖ, а ПЗЖ отреагировало. Ну, в очередной раз это подмена понятий. Ведь, отреагировало на что? А если бы ОПЗЖ не подала этот иск, закон был бы конституционным или нет? Ну, никто бы об этом и не говорил. Вот. А для нас что важнее? Ну, для общества в целом. Я, например, я не знаю, если этот товарищ, который звонил, если он имеет какое-то отношение к Майдану, то я, например, принимала участие в событиях на Майдане. Но я хорошо помню, как я громко кричал. Я никогда громко не кричал «Юля, Юля, Петя, Петя», но я очень громко кричал «Закон один для всех». Так мы хотим жить по законам или мы хотим жить по понятиям? Неважно, кто их установит. То их установил Витя, то их Петя, а сейчас их Вова установит. Ведь наверняка этот наш уважаемый зритель даже не задумывается о том, что после Вовы, которому, судя по всему, свято верить, его право, Бога ради, может прийти Витя. А кто может дать оценку объективности решения Конституционного суда? Только Конституционный суд. Ну, то есть тут можно тоже говорить, насколько это решение было не заангажировано. Для этого у нас есть механизм внесения изменений в Конституцию. Хорошо, давайте попробуем спрогнозировать тогда все-таки положительный выход из этой ситуации. Положительный тоже, если он и был. И никто, ну, трезвомыслящие люди сразу же, буквально там через 30 минут после решения Конституционного суда, как стало известно о нем, они указали путь. Надо в спокойном, абсолютно порядке, без истерик, вносить изменения в действующие статьи тех законов о борьбе с коррупцией, которые сейчас действуют. И решается вся конфликтная ситуация. Но это например, процесс. Там вот фактически решение КСУ, оно идет в двух фундаментальных направлениях. Одно направление — это мы говорили о умышленном невнесении данных в декларацию. Кстати, товарищ зритель, хотел бы вам напомнить, что наш ныне действующий, здравствующий президент уже дважды умудрился нарушить подачу сведений собственных в декларацию. Первый раз, когда он забыл, а может и не забыл. Попробуйте определить, кто сможет определить. Зеленский забыл указать дом в Испании или сделал это умышленно? И второй раз в этом году, когда опять забыл или не забыл указать доход в виде 5 миллионов гривен, полученных за облигации. Так вот, вы такой честный, объективный человек, а я хочу верить, что вы именно такой. Ну, попробуйте каким-то образом обосновать, эти действия это умышленные или неумышленные. Именно потому, что этого довести, доказать невозможно, с самого начала наличие этой статьи подвергалось критике со стороны профессиональных юристов. Это один аспект. А второй аспект о независимости вообще судей и судейской ветви власти. Я категорически за независимость судей. Несмотря на то, что уровень доверия к ним ниже плинтуса. Ну, оно же обосновано. Обосновано абсолютно. Это недоверие. Абсолютно Нельзя закрывать согласен. глаза на те данные, Мы все живем в одной стране, в одном обществе и с широко открытыми глазами. Тем не менее, на сегодняшний день... Есть версия, что это решение могло быть и проплачено. Может быть. Ну, для этого, для того, чтобы загнать президента в такую ситуацию. Ну, президент сам в нем прыгнул с великим удовольствием. Я тогда в начале программы я сказал, что, по-моему, развивалось все немножко по другому сценарию, его просто неуравновешенного. Ну, а когда вы говорите, что он мог это знать, и не предпринял другой никаких. сценарий, какой другой сценарий?
В смысле еще раз? Ну, вы говорите, что планировался другой сценарий. Президент знал эту информацию, планировался другой сценарий, пошло все не так. А как планировалось, по-вашему? Ну, тут можно много гадать, ведь конечных бенефициаров, их не один и не два. Это абсолютно такой прямолинейный подход, что вот сценарий разгона Конституционного суда выгоден только Зеленскому. Абсолютно нет. Во-первых, Зеленский сам по себе не самостоятельная фигура. Им управляют, им двигают. Значит, в первую очередь это выгодно тем, кто это осуществляет. Опять возвращаясь к вопросу о монофракции. Но это что же не секрет, что ее уже в реалиях ее не существует. Минимум 5-6 групп влияния. Кто влияет этими группами? Это и есть конечные бенефициары любого развития сценария. Потому что Зеленского вы назначать... называете как бенефициара, а кто еще? Да те же самые Коломойский, Пинчук, Ахметов. Те люди, которые покупают группы в среде, в депутатской среде. Между прочим, далеко не только в «Слугах народа». Но по большому счету у Зеленского выгоды от такого решения мало Конституционного суда. Почему же это? А Получить управляемый Конституционный суд – это мечта любого президента. Ну, вы же сами говорите, что провернуть то, что задумал Зеленский, практически нереально. Это приведет к катастрофе. Для этого надо это понимать. Я же сказал, что этот человек, с моей точки зрения, он не способен на системный анализ. Он действует на уровне эмоций. Тот путь, о котором вы говорите, и о котором говорят авторы второго варианта решения этой ситуации, второго проекта закона о возобновлении действия отдельных положений закона Украины о предотвращении коррупции, когда нужно, значит, восстановить эти законы. Да, и внести в них изменения соответствующие. Это же долгий процесс. Почему долгий? Ну, это не займет ни день, ни два, ни... Дня 3. Дня 3. То есть, несмотря на такое давление со стороны президента, на дискуссии, которые вокруг этого... Абсолютно. Абсолютно. И опять-таки об этом говорю не только я. Ну хорошо, я не юрист, я никогда не был народным депутатом. Но есть же профессиональные юристы, которые это говорят. Есть уже законопроекты, которые прописаны. Ну, не знаю, дня 3, насколько это реально? На самом деле парламент так быстро может... Давайте вспомним турборежим. В чем проблема? За полдня проводятся заседания профильного комитета. Максимум за полдня. Он уже заседал вот вчера. Он рассмотрел этот второй вариант, который Разумкова. Заключение есть уже? Заключение рекомендовал его к срочному рассмотрению. И 6 ноября депутаты будут голосовать за включение этого законопроекта. О чем мы говорим? О чем мы говорим, если я с самого начала сказал, что это мыльная бульбочка, которую назвали конституционный кризис? Чистой воды манипуляция. Ваш прогноз, вот завершая эту тему, чем вся эта история закончится? Надеюсь, ничем. Ну, то есть внесут нормально, спокойно изменения в законы. Не будут нарушать Конституцию, не будут трогать Конституцию. Если захотят вносить изменения в Конституцию, будут это делать в законном порядке, не нарушая Конституцию. Есть такие возможности. Зачем махать шашкой? Насколько реальны угрозы, которые прозвучали все это время, о том, что нас могут оставить без виза, Ложь. МВФ нам не даст Чистой воды ложь. транш? Чистой воды ложь. Почему? Ну, потому что ни о каком лишении безвиза никто не заявлял и речи не было. Опять-таки, первоисточником этой болтовни это было ближайшее окружение Зеленского. Арахамия с компанией. На самом деле, если почитать первоисточники, то ни от одного официального лица Европейского Союза даже намеков не было о возможности введения процедуры временного лишения безвиза. Не было этого. Зачем врать? Тем более МВФ. Хорошо. Ваш прогноз... МВФ, между прочим, идею с МВФ придумал сам Зеленский Владимир Александрович во время заседания с СНБО. Это от него прозвучало. На заседании СНБО, сидя в масочке, это он там же озвучил: нам больше не дадут денег. Хорошо, эту тему мы закончим, потому что вы уже как бы сказали ваш прогноз о том, что это будет
решено в рамках закона. Да, я свято в это верю, потому что такого количества сумасшедших найти в Верховной Раде, как наш президент, не удастся. Давайте поговорим теперь о Донбассе. Трехсторонняя контактная группа согласовала 4 новые точки разведения. Это Григорьевка, Славяно-Сербск, Петровка и Нижнетеплая. До этого была станица Луганская, Золотое и Петровская. Там, как любят говорить наши власти, соблюдается перемирие, режим тишины, стреляют значительно меньше, и значительно меньше гибнут людей. Вот по статистике количество обстрелов уменьшилось в 5 раз, а количество погибших уменьшилось со 197, это за такой же период прошлого года, до 3. Это вот информация заместителя командующего Объединенных сил Богдана Бондаря. Может быть, это все-таки правильное решение прекратить стрелять? Ведь если... Смотря какая конечная цель. Ну, если говорить, сравнивать ситуации, когда мы стреляли, но ситуация на фронте не менялась, а теперь мы не стреляем. Люди не гибнут. Все зависит от того, какова... Инициированы переговоры. Все зависит от того, какова конечная цель. К сожалению, за вот этой вот истеричной шумихой, которую устроил неврастенник Зеленский, даже не на второй, а на 22-й план отошел вопрос, который был озвучен то ли спикером, то ли речником, то ли актером, то ли военным экспертом, агентом ГРУ «Люся» Алексеем Арестовичем, о том, что Кравчук дал поручение всем членам украинской делегации в рамках трехсторонней контактной группы подготовить свои предложения по дорожной карте. Ну, это не только говорил Арестович, это сейчас все ссылаются на Кравчука. Начал Арестович, через день Кравчук. Буквально он пообещал, через неделю будет готова дорожная карта. Там будет 4 пункта развития ситуации на Донбассе. Это прекращение войны, контроль на границе, территорию должны покинуть незаконные вооруженные формирования, наемники. И второй шаг — выборы на этих территориях. И на выборах по украинскому законодательству выбирают легитимную власть. Вот 4 этапа реинтеграции. То есть прекращение военных действий, выборы и формирование исполнительной власти, и принятие пакета экономических законов. Значит, на самом деле, 10 дней тому назад в рамках переговоров, ну, сейчас непосредственно встречи не осуществляются, да, они проходят в режиме онлайн. В рамках переговоров украинской стороне от покемонов с той стороны был передан так называемая дорожная карта. И с требованием в ультимативной форме, в очередной раз подчеркиваю, они Украине выдвинули ультиматум 10 дней на утверждение. Ну, тут тоже есть комментарий Кравчука по этому поводу. Он сказал, что это неприемлемые условия, что другая страна не может диктовать условия наши, и мы предложим свои. Во-первых, не в первый раз уже, к сожалению, Кравчук позволяет, чтобы с украинской стороной разговаривали языком ультиматума. Подчеркиваю, не в первый раз. А что значит позволяет? Ну, эти ультиматумы были высказаны, на них была дана оценка. Подождите. Если, как сказал недавно один из ведущих, вы мужик, а не облако в штанах, то на ультиматум у нормального мужика реакция одна. Но если это виртуально, то послать за горизонт. Если это не виртуально, то дать в морду. Ну, это же переговоры. И что? А не беседа за углом. И что? Я поэтому говорю, что есть дипломатические формы послать за горизонт. Не обязательно же на 3 буквы. Хотя там, между прочим, там довольно-таки часто настолько высокий накал во время общения, что далеко не всегда все ограничивается дипломатическими реверансами. Сам факт. Украине выставляют ультиматум. Политические требования. Очень важно понимать, что речь не идет о ремонте трубопровода, водоканала или какого-нибудь там моста.
Речь идет о стратегических решениях на политическом уровне, об изменениях Конституции, о легализации народной милиции, так называемой, то есть 1-2 армейских корпусов. И там много-много этих пунктов, которые никогда, подчеркиваю, никогда не обсуждались в рамках Минской трехсторонней группы. Это всегда был уровень нормандского формата. Всегда. Значит, по логике вещей, если Кравчук настолько умный, досвидченный и так любит нашу родину, он должен был просто не брать вообще этот документ в руки. Ну, мы не знаем нюансов, как это было. Брал он его, не брал. Но при этом он дал указания членам нашей делегации подготовить предложение согласно этой дорожной карте. Он Это факт того. дорожную карту есть предложение с нашей стороны. И, собственно, насколько реалистично. Ну, то есть у них, как бы, по большому счету, даже ничего нового. Да? Это то, о чем всегда мы говорим. Прекращение огня, вывод незаконных вооруженных формирований, выборы на наших условиях, на основе украинского законодательства. Ну и перед этим контроль над границей. Я, честно говоря, еще сегодня не успел ознакомиться. Я всегда предпочитаю знакомиться с первоисточником документов, а не с комментариями каких-либо там или политиков, или комментаторов, Просто блогеров. насколько это реалистично? Ведь ну, об этом мы говорим уже много лет. С 2014 года позиция России остается неизменной. Она состоит в том, что Киеву необходимо вести прямые переговоры с Донецком и Луганском. Этот сценарий был реализован в рамках конфликта между Кишиневым и Тирасполем. Я имел беседу с вице-премьером Молдовы на эту тему, и молдовские власти на сегодняшний день считают, что это была их стратегическая ошибка, когда они согласились под давлением генерала Лебедя начать так называемые прямые переговоры между Кишиневым и Тирасполем. Фактически на следующий день Россия заявила о том, что она выходит как сторона конфликта. И где-то месяца через 3, по-моему, если я не ошибаюсь, уже просто определенные подразделения 14-й армии Российской Федерации покрасили каски в голубой цвет. Произошла оккупация части Молдовы, только уже под видом миротворцев. Вот такой сценарий, это нам пытаются его втюхать. Это тот, который называется прямые переговоры с Донецком и Луганском. Все эти годы, прекрасно понимая дальнейшие последствия, Украина категорически отказывалась. Помимо того, вот мы все время сейчас на эту тему говорим, называя трехсторонняя контактная группа. Трехсторонняя контактная группа в Минске. Какие 3 стороны? Украина, Россия, ОБСЕ. Переговоры идут между Украиной и Россией, модератор переговоров ОБСЕ. Лавров заявляет, действительно, в Минске проходят трехсторонние переговоры между Киевом, Донецком, Киевом и Луганском, а Россия вместе с ОБСЕ является модераторами. Такая конфигурация позиции, она остается неизменной, начиная с 2014 года. И что происходит сейчас? Так называемые представители отдельных районов Луганской и Донецкой области, подчеркиваю, их так собственноручно обозначил глава офиса президента Зеленского господин Ермак, поставив свою подпись и этот факт задокументировав. С одной стороны его подпись, с другой стороны подпись Козака. И написано «Согласен, Ермак». Так вот, эти люди выставляют украинской делегации политический ультиматум по решению политических вопросов. И наша сторона берет этот документ, и руководитель нашей группы дает указания членам нашей группы начать работу по его изучению. Нравится кому-то, не нравится, не имеет значения, какой будет ответ. Произошел первый шаг того, что называется прямые переговоры.
Крымская платформа, о которой заговорил недавно Владимир Зеленский, это попытка создать аналог нормандскому формату. Ваша оценка, насколько это перспективно? Сама идея, я импонирую. Не собираюсь. Я стараюсь всегда быть объективным, а не поливать то ли Порошенко, то ли Зеленского с головы до А ног. что нужно предпринять, чтобы не допустить тех ошибок, которые... Это другое были дело уже. Это уже другое дело. допущены? Вот насколько объективно оценивать перспективность создания такой платформы. С моей точки зрения, если туда не удастся... Во-первых, надо сразу трезво понимать, что ни при каких условиях на сегодняшний день Россия туда входить не будет. Ну, это как бы подразумевается. Значит, надо понимать, а какова цель создания этой платформы. Это первое. Второе. Надо сразу себе ставить амбициозные задачи. Амбициозная задача – это вовлечение в рамках этой платформы в решение ситуации таких стран, как Соединенные Штаты, как Великая Британия. Если ограничиться, при всей моей любви и уважении, нашими многолетними друзьями и партнерами в лице Литвы, Польши, там еще некоторых государств, не получив поддержку таких влиятельных международных актеров, как США, Великая Британия. Ну, политическая позиция известна. Постоянный представитель США в Украине в разговоре с первым заместителем министра иностранных дел имени Джипар подтвердила готовность США принять участие в такой платформе. Такие заявления делали представители Британии, Евросоюз такую поддержку высказал. Но политически все готовы принять в этом участие. Вот если все готовы, и если это соответствует действительности, то этот процесс надо двигать. Но при этом надо заранее себе ставить, какова цель. Вот цель, которую вижу я, предпринять увеличение шаги, чтобы не санкций. совершить ошибок, которые вот привели нормандский формат в тупик, завели. Вот здесь какие есть механизмы? С моей точки зрения, надо педалировать процесс санкционного давления на Российскую Федерацию. Еще будучи заместителем министра, конечно, я не мог, да и сейчас не имею права раскрывать большую часть той информации, которая мне известна, но тем не менее я давал тогда свои оценки, и они остаются неизменными. Что, с моей точки зрения, на сегодняшний день мировым сообществом механизм санкционного давления на Российскую Федерацию задействован в лучшем случае процентов на 15 от потенциальных возможностей. В этом направлении надо двигаться и дальше, увеличивая это давление, в том числе и в рамках нормандского формата. Ну, раз уже мы говорили о санкциях, одни из самых эффективных санкций, которые действуют на Россию, это санкции Соединенных Штатов Америки. Совершенно верно. А сейчас там закончились выборы президента, идут подсчеты голосов. И если верить каким-то предварительным данным, по количеству голосов выборщиков Джо Байден опережает Дональда Трампа. У него 238 голосов, а у Дональда Трампа 214. То есть есть разрыв, но есть еще штаты, в которых нету до конца результатов. Идет подсчет, в одних Байден лидирует, в других лидирует Дональд Трамп. Ситуация еще может поменяться. Вот в этой ситуации, ну, может, это по-обывательски прозвучит, да, но на кого нам ставить? От кого ожидать санкций сильнее? От Байдена или от Трампа? Не далее, как полчаса назад, я у себя на Фейсбуке сделал публикацию, посвященную такому вопросу, который часто адресуют мне. Если честно, передо мной сейчас стоит дилемма не имя будущего президента Соединенных Штатов. Наблюдая всю эскалацию, радикализацию американского общества, один факт интересный. За прошедший год американцами было куплено легально 18 миллионов единиц огнестрельного оружия. Такой радикализации общества, как происходит сейчас, не было со времен Великой депрессии. Ну, уже много сказано о том, в каком тоне ведется избирательная кампания. Да? Это все только лишь подогревает эскалацию внутри общества. В том случае, между прочим, Трамп уже себя
и своих сторонников поздравил с победой. Да, он себя уже назначил. Да. И, это люди, которые знают политические или политологические процессы, они понимают, что это определенная технология, это прием просто. Не так давно известный Олег Ляшко тоже еще до подведения всех результатов поздравлял всех своих сторонников с победой. Не будем сравнивать. Это технология, естественно. Я говорю просто о том, что это известная технология. Технологический прием, не более того. Там до победы еще сейчас вообще никто ничего сказать не может. Но с моей точки зрения самое главное, чтобы кто бы ни победил, чтобы общество сохранило спокойствие и стабильность. Потому что неоднократно и со стороны демократов, и со стороны республиканцев были заявления, что если победим не мы, то мы не признаем эти результаты. То есть вы к тому ведете, что им будет не до нас? По большому счету, Соединенные Штаты, это на сегодня нравится кому-то или не нравится. Это фундамент, на котором построено здание современного миропорядка. И если этот фундамент начнет шатать, я не знаю, как оценить этажность этого здания, на каком из этих этажей находимся мы, но то, что даже при незначительных подвижках плиты фундамента на достаточно больших высотах колебания будут такие, что могут полететь в разные стороны не только кирпичи, но и целые этажи, это надо понимать. Давайте, у нас заканчивается уже время. Вот ваш итог. То есть нам, по большому счету, не важно, кто победит, потому что есть Лично мне поддержка Конгресса двухпалатного. Двухпалатная, если она никуда не денется, она сохранится. Ни секунды не Или сомневаюсь. все-таки нам стоит на кого-то ставить? Нет, я не буду ставить, честно, я на себя не беру такую ответственность, и более того, я не хочу никого провоцировать. Самое главное для меня, как для гражданина Украины, нравится опять-таки кому-то это или нет, это чтобы Соединенные Штаты не порынули в волну противостояния, уже связанного на политической основе. Спасибо вам большое. Георгий Тука, замминистра по вопросу временно оккупированных территорий с 2016 по 2019 год был гостем нашего эфира. Говорили мы о конституционном кризисе, о Донбассе, говорили о Крымской платформе и о том, как выборы США могут повлиять на нашу ситуацию, на ситуацию санкций, связанных с российской агрессией. Спасибо, что были с нами. Спасибо.